Доброе утро, дорогие друзья. Значит, сегодня мы начинаем наш семинар. Ну и, во-первых, я хочу начать со слов благодарности, потому что, несмотря на большую занятость, Марина Валерьевна любезно согласилась приехать к нам так далеко, в Якутск. И, правда, Якутск встретил ее вчера первым, так сказать, морозным днем, настоящим, так сказать, зимним днем. Но сегодня вроде погода уже немножечко смягчилась. Значит, наша работа будет проходить вот по графику. Вы все получили программки, наверное, да? И там, значит, обозначена тематика лекций и мастер-классов. Значит, будут небольшие изменения, мы вам будем в конце каждого рабочего дня, в конце каждой работы, объявлять план работы на следующий день. Значит, сегодня вторник, и сегодня Марина Валерьевна прочитает вам вот две лекции, запланированные вчера, да? Современная сольфеджио как психотехника развития музыкального слуха, универсальные психотехнические приемы в преподавании сольфеджио. Это до обеда, после обеда будет мастер-класс. Вот мы специально поставили стулья, значит, здесь будут сидеть наши ученики, студенты музыкального училища, и Марина Валерьевна уже непосредственно покажет мастер-класс. Вот. Я прошу, конечно, вот наш зал, нашу аудиторию участвовать активно. Марина Валерьевна просит вас, чтобы была сразу и обратная связь, поэтому задавайте вопросы, не стесняйтесь, пожалуйста. Вот. Если вам что-то будет непонятно, естественно, вы получите компетентный ответ. Тогда я вам предоставляю, Марина Валерьевна, слово. Единственное, вот. Прежде чем я возьму слово, я бы хотела здесь какой-нибудь пункт, если можно. Ой, я забыла. Прошу прощения. Сейчас мы сделаем. Пункт принесем. Хорошо, а пока... Да, конечно. И вот спасибо. Это... Нет, действительно не холодно. Не холодно, нет. Доброе утро еще раз всем. Я рада, что мы наконец с вами встретились после некоторых приключений. Значит, мы сегодня так сделаем, как Зинаида Григорьевна сказала, те лекции, которые были запланированы на вчерашний день, у нас будут сначала, а мастер-класс будет включать, чтобы у нас ничего не пропало, как раз ту тематику, которая стоит на сегодняшнем, как там называется, работа с музыкальной памятью, постановка якорей, если я не ошибаюсь, да? Вот. И немножко о том, как мы будем с вами заниматься. Меньше всего мне хотелось бы читать вам лекции, откровенно говоря. Лекции – дело скучное, и, в общем, вот у вас там в ходе такая симпатичная пирамидочка висит у Зинаиды Григорьевны. Лекция, потом, если кто видел, и, значит, лекция практически, и дальше. От чего больше пользы? От лекции пользы меньше всего, там 5%. Поэтому я хотела бы, чтобы у нас была бы работа именно в жанре семинара или же тренинга, то есть с тем, чтобы... Вы работали вместе со мной, и ученики вы здесь присутствовали, и я по ходу работы буду просить вас, кстати, нормально слышно, да, в порядке, да? Буду просить вас высказываться, потому что у нас будет такая вот интерактивная связь. Так, может быть, лучше, нет? Вот. И жанр самих мастер-классов, это будут именно мастер-классы, а не открытые уроки. То есть, что предполагается? Предполагается, чтобы был некоторый, то, что называется, стоп-кадр. Мы что-то сделали, как это произошло, как это для них, они дают обратную связь, вы говорите как. То есть здесь будет вот такой немножечко, я не знаю, как это точнее сказать, я считаю, что это вот такой семинар-тренинг можно было бы точно назвать, или мастер-класс, как привычнее просто для музыкантов. Вот. Сегодня мы начнем разговор с более общих моментов развития сольфеджио на современном этапе, и что есть такое современное сольфеджио, и что под этим сейчас понимается. Это, наверное, важно для того, чтобы нам с вами быть вписанными в какую-то общую концепцию развития слуха, которая за последнее время происходила. Но если говорить о современном сольфеджио, то это в двух планах можно говорить об этом. Первое – это в широком смысле современное сольфеджио, которое наступило примерно с 50-х годов прошлого уже века, 20-го, то есть это хронологические. А в узком смысле современное сольфеджио посвящено освоению современной музыки. Это такое более узкое значение, и мы будем касаться и того, и другого. Но сначала давайте поговорим о том, как все-таки
двигалось именно современное сольфеджио с точки зрения хронологии. Почему именно с 50-х годов? Ну, по нескольким причинам. В первой половине XX века сольфеджио было еще, в общем, мало чем отличалось от XIX-го. Была еще старая профессура, если мы берем наш отечественный курс сольфеджио. Издавались еще русские учебники. Что из себя представляла русская школа сольфеджио? Это, в первую очередь, вообще говоря, метода чтения нот с листа. Так как это было и везде, в некоторых странах это так и осталось. И оттуда все, спасибо большое, очень хорошо. Чуть пониже для меня. Да, сейчас отрегулируем. Да, нормально, нормально. Ну, так вот, чтение нот с листа. То есть сольфеджио развивалось внутри певческих капелл, при церкви, подготовка певчих. И действительно основное, что требовалось, это научить детей или же подростков петь по нотам, определенные ритмические фигуры выучить, с тем, чтобы исполнять музыку. То есть в старом понимании в сольфеджио не очень затрагивались такие вопросы, как диктант, слуховой анализ, то, что у нас сейчас программно развито. И вот на этом этапе во многих странах это сольфеджио и сохранилось, причем мне было даже интересно, почему так происходит. Я начитала вообще, тут у вас, кстати говоря, в программке, я про себя много прочитала из интернета, то есть вы про меня много чего знаете. Тема моей дипломной работы, там, по-моему, тоже прописано, как раз была связана с систематизацией методик сольфеджио, и отечественных, и зарубежных. Меня интересовало, в общем, вопросы, как можно изучать музыку 20 века, но смотрела-то я все, из этого уже что-то выбирая. Поэтому я посмотрела очень много самых интересных работ, которые с музыкой 20 века никак не связаны, они просто не были даже ориентированы. Вот. Но по ходу дела обнаружила очень много интересного. И что получается, что у меня все время был вопрос, почему зарубежное сольфеджио так и застряло, как мне казалось, на только фактически чтении с листа и там ритмических упражнениях. У них очень мало, на самом деле, того, что связано с львиной, в общем-то, по временному затрату, доли времени. Это диктант, слуховой анализ, то, что у нас есть. Они сохранили это понимание сольфеджио, и это отражается даже в названии курса, например, в англоязычных странах курс не называется сольфеджио, он называется sight-singing, чтение с листа. Или ear training, только слуховая тренировка, что примерно то же самое для них, у них нет такой разницы. Вот. И, значит, в первой половине 20 века, в общем, различий особенных не было. А потом у нас пошла другая жизнь вообще в стране. И это, надо сказать, тесно связано оказалось не то чтобы напрямую, но в большой степени. Например, в 50-е годы, как вы помните, или кто-то из студентов просто читал, сильное развитие в стране нашей приобрело там хоровое движение, хоровые коллективы, появилось хоровое сольфеджио. Потом у нас было 15 республик, соответственно, музыка, народная музыка в сольфеджио, там тоже сборник Хвостенковский, сольфеджио на материале музыки народов СССР, то есть и момент фольклорного сольфеджио. Появилось многоголосие, потому что, опять же, запросы хоровой культуры, они требовали развития многоголосного сольфеджио не просто так, как это было раньше. Ну, у Рубца, например, в русской сольфеджио были двуголосные примеры, но они были довольно инструктивные, и очень много примеров было в ключах. Очень много было примеров в ключах, я имею в виду. Это были 60-е годы, уже дальше развивались. Дальше 70-е годы появились первые, в нашей стране, я имею в виду, первые попытки продвижения в стилевом отношении. То есть появились статьи и работы Островского в том числе, посвященные
попытки, во всяком случае, освоения музыки XX века. Это были первые ласточки, и были много дискуссий. По этому поводу было много дискуссий, стоит ли это делать, хорошо ли это, формализм это или не формализм. Вы помните, это опять же очень сильно завязано на нашу историю. И все это развивалось долго и трудно. Причем долго и трудно было настолько, что даже когда это уже был середина 80-х годов, когда я написала учебник, издан он был в 96-м, если не ошибаюсь, но написан он был 10 лет раньше. И он никак не мог продвигаться, потому что сначала надо было издавать Калмыкова-Фридкина, потом и рецензии все, по-моему, 2 года он ходил по всем рецензиям, все рецензии были получены, потом деньги кончились вообще, и уже ничто не стало издаваться. То, что он был издан, это вообще вопрос такой, скорее, случайности. Так вот, к чему я говорю, что даже в 80-е годы, в середину, все равно вставал вопрос, а вот не слишком ли это левые варианты, понимаете? То есть насколько эта тенденция для нас была давняя. И вопрос все упирался, конечно, во что? В то, что не было подходов. Не было подходов к освоению музыки XX века. Даже просто так ее учить, вот пение нота за нотой, интервал за интервалом. Это, с одной стороны, трудно, с другой стороны, это неинтересно, и вместе это связано, потому что ухо не понимает, за что же ему зацепиться. И это, на самом деле, самое главное. Вот мы об этом поговорим сегодня, и вообще идея всего этого разговора, я думаю, как раз состоит в том, чтобы показать или посмотреть нам с вами, как это может быть вместе связано, как связано в одну методику изучения, скажем, интервалов, изучение нетерцовых аккордов. И я постараюсь, во всяком случае, показать, что это очень близкие вещи, и стратегически это одно и то же. То есть, если вы находите успешную стратегию изучения материала детской музыкальной школы, если это не единомоментная стратегия, она будет работать и дальше. Вот это, в общем, по идее, это цель нашего с вами, практическая цель нашего семинара. Ну, вернемся к истории вопроса. Так это были 70-е годы. Появляются отдельные статьи, посвященные тому, что нужно выходить за пределы стиля XIX века. В 80-е годы появляются научные работы. Первые научные работы по сольфеджио, я имею в виду диссертационного плана, это работы Масленковой, в частности, это ленинградский, санкт-петербургский, имею в виду, автор, по стилистическим основам мелодического диктанта начала 80-х годов. Ну и ряд статей тоже по стилевому сольфеджио, этим занимались и занимаются сейчас, значит, в Институте Гнесиных, Российской академии музыки, то, что сейчас называется. И конец 80-х годов уже более уверенное развитие стилевого сольфеджио и сольфеджио на материале музыки XX века. Сначала это хрестоматия, это известная там хрестоматия Есфина, в частности. Затем, потом появился мой учебник, что, в общем, сказать, цель-то моя была сделать не хрестоматию, а учебник, который бы совместил бы и инструктивные примеры, это первая часть. Кто-нибудь знаком вообще с этим? Нет. Я привезла, кстати говоря, у меня несколько экземпляров есть с собой, его потом можно в перерыве, можно его будет посмотреть. Первая часть посвящена тому, скажем, из чего это состоит. То есть какие аккорды в музыке XX века, не все, конечно, а базовые стоит изучать, какие ритмические модели, какие тональные отношения. Вторая часть – это хрестоматия, и третья часть – это гармоническое сольфеджио. Вот. А что касается того, как у нас развивалось дело. По ходу дела у нас развивались еще разные отрасли сольфеджио, там, полифоническое сольфеджио. Сейчас идет такая интересная тенденция развития сольфеджио на фольклорной основе, но уже другого уровня. Не просто сбор хрестоматии, пример, а именно постижение фольклора через характерные ладомелодические обороты. Вот есть такая идея этнографического сольфеджио. У нас существует, во всяком случае. Что в это время было за рубежом? Мы размежевались и пошли каждой своей дорогой. Пока мы занимались в 50-х, 60-х годах
развитием сольфеджио на фольклорной основе, в частности, на наших республиках. Там примерно в 60-х годах, тоже не раньше на самом деле, началась активная работа, я имею в виду Европу в первую очередь, над освоением музыки XX века. И из наиболее ярких работ здесь можно назвать работу Ларса Эдлунда, это шведская работа, шведский учебник, «Modus Novus». «Modus Novus», у него два сборника есть. У него есть первый «Modus Vetus» для старой музыки, то есть для музыки тональной. А «Modus Novus» построен на освоении, как он пишет, атональной, то есть свободно-тональной музыки на материале, скажем так, нововенских композиторов, Берг, Шонберг, отчасти попадает Стравинский туда, не русского периода. Ну и, конечно, шведские композиторы, которые тяготеют по стилю, скажем так, веберновского стиля. Учебник посвящен в основном изучению интервалов и интервальных моделей. Этот учебник является одним из главных до сих пор, один из главных, по которому учатся не только в Европе, но и в Америке тоже, например, Джулиерская музыкальная школа, они учатся по Эдлунду, проходят этот курс. Учебник действительно неплохой, хотя нам он не подходит. Почему? Он, опять же, очень узкоспециализирован. В нем есть только интервальный подход, и там есть только примеры для пения, и, в общем-то, примеры для диктанта. Нам он удобен для чтения с листа, может быть, в большей степени. Но сделан достаточно интересно. Это 60-е годы. Ритмическое сольфеджио, которое развивается в это же время. У нас получилось с ритмическим сольфеджио, в общем-то, казусная история. Почему? В тот же период, когда мы боролись за чистоту рядов против формализма и так далее, была дискуссия методическая, хорошо ли изучать ритмические трудности в отрыве от мелодических. Решили, что плохо. И было сказано, что сейчас я вам скажу, ритма без музыки быть не может, что это вредное изучение ритма без музыки. Фраза самая странная, потому что ритм, в общем-то, в большой степени это и есть музыка. Нам сейчас немножко странно. Но, тем не менее, причем крупные фигуры по этому поводу высказывались, даже Теплов об этом писал. То есть это был такой момент отчасти идеологический, но мы поплатились крепко за это. У нас до сих пор нет нормального курса ритмического сольфеджио, который есть абсолютно во всех странах, даже гораздо менее развитых с точки зрения сольфеджио. И по-моему, это наиболее слабое наше место. Я имею в виду ритмическое чтение. У нас до сих пор на любом уровне ученики могут играть 8-ю и 2/16, как триоль и наоборот. Я думаю, что на практике каждый знает, как это происходит. То есть этого четкого отношения к ритмической длительности, отношение именно, оно как-то, в общем, не привито. У них появляется очень много, раз 60-е годы, сборников ритмического сольфеджио. Это и ритмические диктанты, это и Франция, это и Италия. Практически в каждой стране появляется нечто подобное. Больше всего Франция, Италия, наверное, они занимаются. Причем ритмические сольфеджио у них обычно предназначаются... конечно, в Венгрии, естественно, это ритмическое сольфеджио, в Венгрии оно тоже очень сильно развито. Как это устроено? Иногда это ритмическое сольфеджио предназначено для говорения. Тот самый случай разрыва мелодики и ритма. То есть фигуры проговариваются. Parlati. Сольфеджио parlati, иногда по-итальянски это написано. То есть просто произносите чистая сольмизация с ритмом. Это то, что происходит в это время в странах капиталистической Европы. А в социалистических странах там процессы были более, на мой взгляд, даже более интересные, потому что наряду с этим там они интенсивно развивали. Это Румыния, это Югославия, Польша. Польша в большей степени всегда тяготела к такому сильно западному типу развития, и в сольфеджио тоже. У них много были инструктивных упражнений, как раз направленных на развитие, так сказать, атонального слуха, чего быть, в общем-то, не может. Потом поговорим, почему. То есть много было упражнений на интервалику. А Венгрия, Румыния и Югославия, пожалуй, эти страны, они очень много занимались развитием новой фольклорной школы в сольфеджио, где изучались не только, как мы знаем по сборникам кода, и там довольно простые примеры, а такой автор, как, например,
Юрчану или Джулиано, это румынские авторы сольфеджио, они развивали сольфеджио, в частности, в национальных ладах. И это достаточно сложно. Или же Болгария, которая много занималась развитием ритмического сольфеджио, опять же, на народной музыке. То есть, если мы в Западной Европе мы видим такой немножечко инструктивный подход к изучению трудностей, отличных от трудностей, которые мы могли встретить в XIX веке, то в странах, условно говоря, вот социалистических того времени, просто в странах социализма, там этот подход был более стилевом отношении, более обусловлен, более целостный. Вот. Это было, соответственно, 60-е годы. В 70-е годы, естественно, более активно стало развиваться непосредственно направление уже посвященное музыке XX века. Это и в виде хрестоматий, которые стали издаваться, и каких-то примеров танцевальных упражнений, ритмических, посвященных музыке XX века, я имею в виду за рубежом. 80-е, 90-е годы за рубежом – это развитие в большой степени компьютерных программ по сольфеджио. Мне это было интересно, потому что мы их не видели. Я только читала и знала, сказать, ссылки, как это происходит. А потом, когда я была в Америке, я, конечно, поинтересовалась, и вот, в частности, мне потом присылали компьютерные программы. Они достаточно много занимаются этими вещами, что позволяет работать и дома, поскольку компьютеризировано, естественно, все, и каждый студент имеет личный email-аккаунт, и вообще об этом мы не говорим, но, опять же, что для нас здесь интересно может быть? Сама идея, да, воплощение для нас это не интересно, потому что для нас это все равно очень просто. Все равно очень просто. Это ничего не покрывает на самом деле. Сама идея хороша, но если бы туда вложить нашу методику, было бы еще лучше. Потому что просто переложить на компьютер чисто тренировочные моменты недостаточно. Нужно сначала все-таки обучить. И без педагога, естественно, здесь дело не обходится. Поэтому это такой технический момент, и так же, как учебники издаются с приложением раньше кассет, а сейчас, значит, просто компакт-диски вкладываются в учебник. Это, конечно, помогает все, но это не делает методику. Мне было также интересно, почему так много уделяется внимание релятивной системе сольфеджио в зарубежных странах. Вопрос, который для меня был непонятен. Я понимаю, когда релятивную систему изучают в младшем звене или же в хоровых коллективах в особенности, где это действительно такой быстрый способ обучения хоровому, в частности, пению на диатонической основе. Я понимаю, как это устроено, скажем, в Венгрии, и достаточно много об этом читала. Они сами, венгры, говорят, что релятивная система в ВУЗе очень пробуксовывает. Та же самая Эжебет Сони, она писала о том, что у нее есть эти самые курсы сольфеджио, и она же при этом пишет, что большие трудности в ВУЗе имеет. То есть, конечно, эта система имеет ограничения. И мне было очень интересно понять, почему все-таки в ВУЗе, например, в американских университетах эта система преобладает. Это, во-первых, для меня была новость, потому что я не думала, что это так. Система movable do, так сказать, переменного до, она повсеместно в США используется, только в Джульярде, пожалуйста, в Джульярдской школе. Наша система абсолютная и практически больше нигде. Это было странно. Когда я приехала, посмотрела, как это происходит, я поняла точно, в чем тут дело. Ответ был исключительно прост, без всяких сложностей методических. Просто-напросто они реально нашу систему не могут потянуть. Они не в состоянии это сделать, потому что очень часто, приходя в университет, уже на университетский уровень, будучи зачисленным на первый курс School of Music, это вот так, как наша консерватория при университетах, у них там это все расположено, они могут совершенно спокойно, так сказать, ноты они знают, но больше ничего, потому что у них нет системы нашего отбора, у них нет систем детской музыкальной школы, хороши или плохи ли, мы можем сколько угодно про свои говорить, что там нужно вот лучше, что там что-то падает, что-то все. Это все абсолютно замечательно и гениально по отношению к тому, когда нет ничего.
когда ребенок просто занимается частным занятием у него по специальности, в общем, редко, когда у него есть фундаментальная подготовка по сольфеджио или по теории музыки, просто редко. Поэтому представьте себе, что вот ребенок так не обучен, приходит сразу в консерваторию. Представьте себе, как вы будете это с ним делать. Поэтому загадка разрешалась очень просто. Но мы с вами будем говорить все-таки об относительной системе сольфеджио, просто потому что она как раз, понимаете, есть методики, и мы об этом отдельно будем подробнее говорить чуть позже, а сейчас, может быть, предваряя скажу, есть методики дальнего действия, сквозные, а есть методики короткого действия, которые и те, и другие нужны, просто на разных этапах. Ну, например, если мы изучаем интервалы, то есть какая методика для изучения интервалов, чтобы лучше запомнить, наиболее, так сказать, употребительная? Ну, песни, мелодии, конечно, то есть все мы этим делом пользуемся хорошо. Опять же, можно говорить, опять вот начинается, смотрим статью, вот, плохая, потому что там все такое. Ну, нет плохих или хороших методик. Есть методики, которые в данном случае работают или не работают, и все. Так просто эта методика, это чистая мнемоника, то есть помощь для запоминания. Почему нет, если ребенок запомнит эту мелодию? Это может быть мелодия песни, это может быть мелодия песни, которая, или же вообще ваша собственная мелодия, или же инструктивное какое-то упражнение вы придумаете для них. Это все равно, что по типу педагогическому это то же самое, как мы запоминали в школе цвета. Да? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Но никогда не собьетесь на всю жизнь. И многие-многие другие. Там 11 глаголов, я помню, в школе какие-то запоминали, там неправильных. Это примерно того уровня методики. Просто дальше ее нужно будет на что-то другое заменить. Вот и все. Поэтому, возвращаясь к релятивной системе и к абсолютной системе, релятивная в большой степени все-таки она короткого действия система. И, конечно, ей можно пользоваться. Кстати говоря, а вот у вас используется релятивная система, относительная система в школах? Или же элементы, да? Да, ну практически так везде нет. Есть отдельно, иногда бывает, что вот целые школы построены на релятивной системе, при Балтике много таких школ. У вас нет. Ну, у нас практически тоже, в общем, если говорить про Москву, в Питере больше даже есть энтузиасты этого дела. То есть, наверное, в ней можно что-то найти. Действительно, как элементы, почему нет? Она наглядна, она связана с развитием и визуальных представлений, и ощущений, мы об этом будем сегодня говорить. Как это может помочь слуху. Вот. Но в целом варианте, конечно, она просто не может работать, поэтому не о чем спорить. У нас очень много в методике споров, достаточно бесплодно. Хороша ли относительная система или вот абсолютная, вот что лучше? Смотря когда, смотря для кого, опять же. Что лучше, писать диктанты стенографии или же на память? Вот одни педагоги говорят, нет, надо завязать руки, я утрирую, пускай слушают, и чтобы ничего не писали, только вот запоминали, потом вот, бедные дети, значит, сидят, мучаются. Вот. А другие говорят, нет, это совершенно невозможно, нужно обязательно стенографировать. И тогда ребенок, который не имеет абсолютного слуха, вам рисует такие картинки. Стенографируя, неизвестно, что стенографируя. Опять же, и то, и другое может быть. И опять же, мы сегодня, не сегодня, а в течение нашего семинара будем потихонечку это рассматривать, когда что уместно. Ну вот. Это что касается методики. Ну, возвращаясь к обзору сольфеджио, что вот на сегодняшний день происходит на самом деле? Бог с ними, что там на Западе, в общем, это их проблема в какой-то степени. Что у нас-то происходит? У нас происходят довольно сложные процессы сейчас, на мой взгляд. Почему? Потому что, с одной стороны, очень много всего надо изучить. Хорошо было тем ученикам, которые в XIX веке учились. Было проще немножко. Очень много требует музыкальная практика, чтобы умели. А методика, в общем, должна успевать, а на самом деле не очень успевает. Какие здесь до сих пор остались проблемы? Почему семинар у нас с вами отчасти назван, там, по-моему, что-то психотехническое, я не помню точно, как это сформулировано. Почему психотехника и вообще с чем это все связано? Потому что нам нужно как-то все-таки это делать. Напрямую просто давать примеры из современной музыки или чего-то нового. Ну, если вы суперавторитетный педагог, если вы еще очень такой
и вас боятся, может быть, конечно. Они все равно выучат с неприязнью, но выучат. Ну, в общем, это не та задача, ради которой стоит это делать. Это совершенно другая вещь, потому что все-таки музыка 20 века на уши просто так, ну так, будем честны, не ложится. Не ложится. Не потому, что она плохая, потому что мы в ней очень часто, и наши дети, и все, она не слышна, потому что все, что слышно по радио, по телевидению, это в большой степени аранжировки чуть-чуть измененные, но, в общем, это гармоническая основа все равно старая. В детских садах, начиная, музыка тональная. То есть то, что изначально воспитывалось, это является как бы родным языком, а вот музыка 20 века получается какой-то иностранный. Причем такой иностранный, где связей не очень много. Ну вот типа, если бы я китайский начала учить, наверное, было примерно так же бы. То есть очень много проблем именно психотехнических. Она не труднее. Но в нашем представлении там какие-то вещи, которые, скажем, у нас есть представление о ценности мелодии, например. И даже вот многие слушатели говорят, эта музыка вот мне не нравится, там вот мелодии нет, я не могу ухватить мелодию. Там в этой музыке может быть все что угодно, там может быть интересные тембры, ритмы, но слушатель пришел на концерт, и он хочет слышать мелодию, потому что у него в голове есть ценностная ориентировка, что в красивой музыке должна быть ясная, запоминающаяся мелодия. И это что? Это не слух, это просто установка. Если эту установку развить, поменять, поставить другой акцент, показать, а что там еще есть, понимаете, будет немножко другое отношение. Это если говорим о слушателе. Это важно, между прочим, не только для педагогов, ведущих сольфеджио, в большой степени, мне кажется, это важно для тех специалистов, которые работают вообще с людьми, вот, ведут концерты. У вас есть какой-то предмет типа лекторской практики, да, наверное, какие-то концерты, предмет есть такой, да? Вот мне кажется, вот эти вещи, они особенно важны именно для этого, потому что просто дать информацию перед концертом, что вот это произведение там было тогда-то написано, в нем то-то, 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 ну, информация, скажем, мне ничего не даст. Как я должен это воспринимать, на что мне ориентироваться. То есть вопросы слухового восприятия музыки, они на сегодняшний день оказываются на первом плане, потому что они очень сильно увязаны с вопросами ценностной ориентации. А этот вопрос на сегодняшний день вообще выступает на первый план. Посмотрите, что творится, что в телевидении, какие программы. Начинаешь, в принципе, обалдевать от всего того, что происходит, от обилия совершенно разнородных стилей поведения, скажем так. Я не даю оценки, хорошо или плохо, но это совершенно разное. Раньше такого просто не было. Можно ругаться, можно говорить о том, что, наоборот, все замечательно, вот каждый ведет себя как хочет, и каждый выбирает то, что хочет. Это уже другой вопрос. Это стилистика нашей жизни. И если мы не сориентируемся, не сориентируем детей в этом, то будет, в общем, довольно печально. Ориентироваться стало труднее. Второе. То, что происходит сейчас с сольфеджио, есть одна большая опасность. Опять же, я говорю про наш сольфеджио. Опасность вот какая. Сейчас психотехниками заниматься модно и всякими такими наукообразными вещами тоже. И вот очень часто сольфеджио начинает подменяться вообще разговором о том, что вот как целостным образом там что-то слушать на сольфеджио, то есть чуть-чуть слушанием музыки. Есть такая тенденция. Я не хочу сказать, что она везде проявляется, но она проявляется в значимых участках, иногда даже в программных заявлениях. Какая здесь, собственно, опасность? Подмена предмета. Мы, в конце концов, должны все равно научить, как петь, как слышать, как иметь хорошее развить чувство ритма, а заниматься омузыкаливанием, например, на сей раз не гармония, там, предмет анализа музыкальных произведений, это происходит, это есть такие тенденции. Вот этот момент, на мой взгляд, опасен на сегодняшний день, чтобы не размыть вообще границы сольфеджио. Потому что и так получается, смотрите, у нас сольфеджио разрослось от того, что было, да, вот это чтение нот, хорошо или плохо, там инструктивные примеры, но всегда что? Этому всегда выучивали. Я имею в виду, опять же, первую половину 20 века. Сейчас сольфеджио занимается просто всем на свете. Там и то, и другое. И если мы туда еще включим целостный анализ, там, с каким-то анализом музыкально-выразительных средств, я не знаю, может быть, ваши сетки
почасовые как-то в большей степени загружены, но думаю, что нет, сольфеджио. Все равно времени очень мало. В это время, дай бог, вообще впихнуть хоть что-нибудь, чтобы научить их чему-нибудь и прилично, чтобы они достойно себя показали там на приемных экзаменах в ВУЗ, например. В ВУЗе еще хуже ситуация. Им уже поступать вроде как некуда, там бы и заняться. Но там все урезано до невозможности. На некоторых специализациях сольфеджио вообще там отсутствует, например, там у пианистов нет. Я не знаю, есть ли какие-то изменения, иногда бывают изменения, но вот у нас, например, у пианистов, у струнников в ВУЗе сольфеджио нету. Вот. У духовиков где-то есть, где-то нет. Композиторов у нас, например, факультативное сольфеджио. Все это было раньше все-таки. Оно потихонечку вымылось оттуда, и вымылось по той причине, что хорошо подготовленные студенты после училища, это, говорю, наша ситуация, скажем, как у нас было. Им просто нечего было в ВУЗе делать, потому что программа начинала дублировать. Сейчас есть что не дублировать, но уже нет часов. То есть вообще предмет такой немножко в стадии становления. И вот эти опасности, они действительно существуют, чтобы остаться в рамках предмета, при этом в этой сетке все-таки впихнуть новое содержание, потому что мы просто не можем, но послушайте, мы уже находимся в следующем, в 21 век уже, да? 20 век остался, в общем-то, нетронутым, что бы мы там ни говорили, потому что просто петь отдельные примеры и поставить галочку, что вот мы там что-то такое из современной музыки посмотрели, согласитесь, это совсем не то, потому что надо понимать, как же это устроено, надо пропустить это через себя. В результате мы выращиваем исполнителей, которые пальцами будут это играть. Это же надо слышать, но и на качестве игры, соответственно, это отражается. То есть это, конечно, проблемы, которые связаны не только с сольфеджио, это более глобальные проблемы вообще с системой нашего образования. Вот. Теперь, вот во всех этих условиях, что у нас происходит? Я уже сказала, что самое главное сейчас, чтобы предмет сольфеджио получил интенсивные методики. То есть проблема психотехники, она на главном месте. Это не значит, что нужно заниматься психотехниками вместо сольфеджио. Нужно найти такие приемы, стратегии, методики, как угодно можно назвать, которые вообще просто позволят все это сделать в наше совершенно никакое, на самом деле, учебное время. Со студентами, которые, ну, скажем, или я имею в виду студентов всех уровней, школьников тоже, которые не имеют потрясающих слуховых данных, потому что процент хороших данных, где бы то ни было, поскольку я с самого начала начала работать в ЦМШ, не самое плохое место, в принципе. Я вам скажу, что и в ЦМШ, и в консерватории процент студентов с замечательным, отличным слухом, он очень небольшой, потому что он вообще везде небольшой. Может быть, он чуть-чуть там выше, чем, я имею в виду, плотность там больше, да? Но все равно этого недостаточно. Кроме того, это вообще ни о чем еще не говорит, потому что может быть природный абсолютный слух, и больше, кроме этого абсолютного слуха, к сожалению, ничего. И он так и будет слышать отдельные высоты, а не слышать целостность. Крайние варианты приходилось видеть в таком варианте, такого слуха. Кстати говоря, не нашего. У меня была одна француженка, которая закончила Парижскую консерваторию, там у них много уровней сольфеджио, они вообще на сольфеджио немножко помешаны, результат чуть, конечно, ключи у них там читается в основном. И вот она приехала в Московскую консерваторию, и это был тот самый тип слуха. Вот в чистом виде я впервые это слышала на самом деле. У нее был абсолютный слух, она очень хорошо писала мелодические диктанты, хорошо интонировала, она абсолютно не воспринимала лад как целостность, то, чему мы учим, да, ладовое обучение, ступени там, даже на элементарном уровне. Она не понимала функции аккордов, то есть это совершенно мимо нее было. И для того, чтобы ей услышать обыкновенный, я не знаю, это надо было не услышать целиком, а ей надо обязательно было собрать. То есть это был такой уникальный совершенно пример, крайний, конечно, таких примеров на самом деле немного, но они есть. Я говорю, собственно, к тому, что это абсолютный слух, это, в общем, еще мало что на самом деле дает. Теперь, что получается у нас предметом сольфеджио, кроме всего прочего? С одной стороны, нас стеснят часы, с другой стороны, мы должны делать программу, потому что, я не знаю, какие-то есть аттестации, там, проверки, раньше это было с этим делом плохо,
я имею в виду, сейчас большая свобода, чисто, и появляются авторские методики, можно вести уже не так, как в соседнем классе, я не знаю, опять же, как это у вас, но, по-моему, сейчас повсеместно, что вы можете, да, строить какие-то свои планы, потому что, когда я, помню, что я начинала в том же замечательном ЦМШ, действительно замечательной школе, когда она еще такой была в то время, но там были очень жесткие, конечно, нормы. Я помню, что я попыталась пройти 6/8 в каком-то там классе. По программе это 5-й класс школы. Хотя эти дети поступают с игрой концертов, и вообще, конечно, можно это было сделать раньше. Я, по-моему, что-то такое раньше и сделала. И я помню, что начальница моя пришла ко мне и сказала, что да, вот вы проходите этот размер, а вы знаете, в каком классе его надо, так сказать, очень нравоучительно. Сейчас, конечно, таких вещей нет, и если у вас получается, то ради бога. Это с одной стороны. Но с другой стороны, остаются те же старые проблемы. Проблемы, когда ученик не слышит, и ведь, понимаете, когда истории музыки там, или же там какие-то другие предметы, они, в общем, учатся, они могут быть поняты, могут быть перечитаны еще раз, можно дочитать, можно доучить даты, можно выучить еще темы, это можно выучить. Сольфеджио – единственный практически предмет, где просто выучить нельзя, он очень сильно завязан на природные способности. И это с точки зрения выращивания каких-то комплексов, психологических, предмет номер 1. Больше всего ученики терпеть не могут, как правило, сольфеджио. Почему? Потому что на определенное количество времени нужно запомнить, что-то сказать, надо написать диктант. То есть ты все время находишься в экстремальной ситуации, когда тебя проверяют на твои как бы природные способности. Конечно, это все развивается, но ему так кажется, что если он не слышит, то он уже плохой, то он что-то такое у него, вот как вот комплекс инвалида, да, понимаете, это совсем не то, что он в математике там что-то не выучил, потому что здесь это воспринимается как ошибка природы, ему не додали что-то, и это более болезненное восприятие. Поэтому еще один показатель, по которому мы должны подходить с точки зрения эффективной психотехники сольфеджио, то, чтобы снять все-таки у наших детей безумное количество стресса. Так, дети, а теперь диктант. Уже сердце в пятках, уже холод и вообще... Нет, понимаете, это ведь и в школе, это может быть и в училище, и в консерватории приходят какие-то студенты и говорят, что я плохой, я ничего не слышу, у меня ужасный слух, я вот четырехголосие не слышу баса. И для него это смертельное переживание. Может, нам сделать-то нужно 2-3 приема поменять, он все услышит. Но у него уже сразу возникает комплекс, что у него плохой слух, он не может. Поэтому предмет, конечно, просто нуждается в психотехнической профилактике, и методика должна это содержать. И еще на этом предмете лежит очень много предписаний, очень много, я уже показывала. Вот делай так, или хороша эта методика, например, дискуссии-то раньше все были только черно-белые, либо-либо. Например, нехорошо там петь или слушать, тренироваться в слушании аккордов и интервалов от звука вне тональности. Сколько угодно была такая вот дискуссия еще по поводу Островского того же самого. Что хорошо, что плохо. Опять же мы попадаем в отношения, которые были очень сильно развиты в нашей стране, к сожалению, запрограммированы дихотомически, то есть либо это, либо то. В методике это особенно опасно, а в сольфеджио, наверное, в большей степени. Потому что, опять же, нет плохих методик, все методики так или иначе работают, только надо найти, куда именно их приложить. И в данный момент, может быть, к данному ученику эта методика не к данному ученику, она просто не подходит. Но мы-то привыкли, что вот одна методика, вот она хорошая, у нас там 10 человек сидит в группе, там, или больше, или меньше, и вот для всех она будет работать. Не будет она работать для всех. Для кого-то в группе будет подходить один способ записи диктанта, у него там есть абсолютный слух, у него нормальное чувство ритма, он может это вспомнить. Или же запись диктантов, как вот считается, плохо записывать диктанты трехголосные, там, двуголосные по голосам. Интересно, а вы видели когда-нибудь хоть одного человека, который писал бы сразу бы 2 голоса? Ну, нет таких. Но есть какие-то вещи, которые мы не то чтобы искусственно придумали, мы хотим, чтобы так было. Но никогда не будет то, что мы хотим. Все равно
будут писать, начиная с верхнего голоса. Он лучше слышен. Но только если не задаться какой-то ужасной целью вот себя сделать, ну, это, понимаете, будет такая какая-то дзенская задача, посадить вверх растение корнями вверх и вот вырастить его. Это другие идеи уже, но не с точки зрения того, чтобы оно выросло, понимаете? То есть, если мы хотим, зачем же мы все время будем идти поперек? Другой вопрос не в этом. Другой вопрос, что, конечно, не нужно писать, не понимая, как они связаны. Но обычно дело касается того, что вот нехорошо писать по голосам. Смотря что, смотря какая фактура, опять же, то же самое. Если это гармонический диктант, удобно очень смотреть какие-то вещи. Если это диктант в большей степени полифонический, писать вертикали, они не услышат эти вертикали просто-напросто. И так абсолютно везде. И это грех наших методических работ, старых, потому что они отражают мышление вот такое достаточно жесткое, во всем отражается. Поэтому одна из проблем – это гибкая смена установок психотехнических. И студенты сами, они тоже приходят, и когда их спрашиваешь, вот, скажем, ученик один отвечает, а они слушают, как они оценивают того, кто отвечает. У них очень жесткие оценки бывают. И пока вы не добьетесь и от них самих гибкости оценочной, причем не просто оценки хорошо и плохо, а разбора, а как он это сделал, а как можно сделать лучше, мы не двинемся с места, потому что это совершенно мертвая система, оценка. Она вообще ничего не дает. А если она плохая, то она фиксирует ваш неуспех, и все, и это остается здесь, в подкорке, как неуспех. Это остается просто в вашей мышечной памяти, в нейронной, где хотите. Еще одна проблема, которая общепедагогическая. Это мы сейчас говорим о том, как это вписано в общепедагогические проблемы. Я уверена, что это не проблема не только сольфеджио, конечно, и гармонии тоже, просто сольфеджио более острый предмет. Другая проблема связана с левополушарным подходом к обучению, логическим подходом. Значит, правое полушарие у нас полушарие, ну, метафора, конечно, да, на самом деле полушария, они вот так расположены, то есть они переплетаются. Ну, как психологи считают, что правое полушарие ответственно за выработку спонтанных реакций, за образное мышление, целостное мышление, за интуицию, за вдохновение. Левое полушарие пошаговое, дискретное, за речь, кстати говоря, оно ответственно. И вот наша система обучения очень левополушарная. Ну, в математике там туда-сюда еще, да, но в музыкальных предметах, особенно все-таки в музыку, очень многие идут с достаточно неплохими данными, естественно, правополушарными, просто от природы, это с артистической. И вот возникает, конечно, конфликт между тем, как ученик воспринимает логическую информацию и вообще самим материалом, потому что даже на сольфеджио мы учим не слышать интервал, а мы учим его сразу помещать куда-то, вот какую-то рамочку, какой-то блок, один блок пристроили к другой. Скажем, вот если играть такой аккорд отдельно, иногда ученик зависает, говорит, я не знаю, что это такое. Ну, я имею в виду там такой уже училищного уровня. Ну, вот так сыграешь, о, ну да, конечно. Так он его даже не слышит, он знает, что вот эта связка по разрешению, она дает, скажем, терцкварт-аккорд доминантовый. И много-много других примеров. Так же, как мы цепочки, вот я не знаю, там разные разнарядки по программе, сколько там нужно с 2 раз прослушать аккордов, ну много, иногда очень много. И мы думаем, что вот мы развиваем там музыкальную память, чем больше аккордов. Мы, во-первых, память не развиваем, потому что память, как устроена? Закон запоминания – это 7 плюс-минус 2, формула. То есть мы можем запомнить 7 единиц плюс-минус 2, то есть до 9. А аккордов может быть хоть, я не знаю, хоть 25, но мы-то их все равно блокируем. По одному мы не запоминаем. Если цепочка такая, да, у нас, один кусочек, другой, и, в общем, получается вот такое комбинирование. И это неплохо, потому что это тоже развивает определенные функции мышления и комбинаторики, но это совершенно не развивает, например, то, что связано с слышанием самого аккорда. Аккорд совершенно мимо пропадает. И это очень видно, когда на вступительных экзаменах в ВУЗ, например, студентов и абитуриентов спрашиваешь отдельные аккорды. Они их не слышат.
Они не приучены слышать отдельные аккорды. Мы, говорит, всегда слушали только в связке. Ну, это примерно так, как если мы иностранный язык учим только в выражениях. Это полезно, это нужно, но слова тоже, вообще говоря, значение, чтобы можно было комбинировать, чтобы было более богатое восприятие. Поэтому само сольфеджио нуждается, конечно, в усилении правополушарного подхода. То есть усиление того, что мы называем, к сожалению, в методике это начинается и заканчивается, скажем так, одной и той же фразой. Слушать фонизм, да, или слушать краску. Вот дальше этой фразы ничего не идет, потому что больше нигде ничего не объясняется. А как же это делать? Все только знают, что это очень хорошо. Так же, как, ой, как гениально, вот обязательно написать тембровые диктанты. Извините и подвиньтесь. Сначала только сделайте нам класс, чтобы у нас, вообще говоря, была эта возможность, а потом пишите. Конечно, хорошо. Конечно, хорошо. Кто же спорит? Кто из вас занимается тембровыми диктантами? Вот, большой вопрос. И, между прочим, вопрос и ко мне такой же, потому что если я это делаю, то я должна буду принести из дома хотя бы, там, не знаю, клавиши, и, в общем, опять же, не каждый раз это можно и удобно делать. Потому что, ну, нет таких пока возможностей, чтобы в каждом классе вот это было. В Америке есть, но они их совершенно не используют. Вот, если нам поменяться вообще вот так, было бы вообще замечательно. Нам их базу, и что-то было бы удивительное, наверное. А может быть и нет, может быть наоборот. Но это из области уже мечтаний, а все-таки вернемся к практике. Значит, получается, что нам, конечно, нужно здесь развить то, что мы совершенно не развивали. Это методику, основанную на стратегиях развития образного восприятия, образного не в смысле там, а как там птички там летают, не в этом плане, естественно, не программное, а восприятие того, что связано с то, что мы можем слышать в звуке, не просто слышать, но еще и видеть, потому что у нас есть 3 сенсорные репрезентативные системы, так называется, то есть то, через что мы воспринимаем информацию. Это аудиальная система, как мы слышим, мы тут все знаем, там, тембр, громкость, ну, все, что, так сказать, к звуку относится. Это визуальная система, да, и кинестетическая. Но с визуальной тоже примерно ясно, это те параметры, как у цветного телевизора, там четкость, что там еще есть, контраст, цветовой параметр и много-много других. Я принесла специальные таблички, мы когда перейдем к следующему. Единственная у меня просьба, значит, мы когда будем делать перерыв, как удобно? Ну, давайте мы сделаем, мы, в принципе, до еще полчаса, да, правильно я понимаю? На моих 11. Ну, полчаса, да, я думаю, а потом тогда мы сделаем просто... Да, хорошо. Вот, значит, визуальная система и кинестетическая. Сейчас особенно ничего не пишите, почему я вам дам эти самые бумажечки, а может быть в перерыве даже можно сделать ксерокс, чтобы было больше, да, если будет возможность. Так вот, в чем идея? Идея в том, что ведь мы можем, в чем идея, сама понимаете, она даже захватывающая. В каком смысле? Если вы хорошо слышите, то это даст вам больше богатство восприятия, когда вы услышите, например, цвет в звуке, и когда вы поймете, что вовсе не какой-нибудь там Скрябин с римским Корсаком несчастный, только одни могли это делать, а каждый ученик у вас это сделает. Это совсем другое дело. У него почему будет совершенно другая самооценка, когда он почувствует эти вещи. То есть то, что называется синестезия, наложение 2 систем, или же когда он почувствует объем звука, вес звука, температуру и так далее. С одной стороны. А с другой стороны, это то есть, даст не только дополнительный интерес к предмету, потому что вы начинаете фактически исследовать себя. Каждый ученик начинает исследовать себя. А как он это слышит? Это даст с момента того, что ему нудно надо выучить и получить за это там что-то такое. Его все время оценивают, причем у него все время не получается, потом опять оценивают. Вот это вот, собственно, комплекс-то стрессовый получается, да? Этот комплекс уходит, и возникает возможность посмотреть, а как я это делаю, когда мы переносим акцент на ту стратегию, которую каждый, причем когда он понимает, что он может делать не так, и это не возбраняется, наоборот, но это выглядит как, вот если вы приходите к врачу плохому, он вам выпишет так, ага, грипп, значит, то, и всем будет выписывать одно и то же. Может, там вообще не грипп. А хороший врач посмотрит на вас немножко, он посмотрит, как вы выглядите, выпишет специфически для вас подходящее лекарство. То же самое здесь. Это с одной стороны. И с другой стороны, это нам даст возможность компенсировать природные, может быть, недостаточное развитие, может быть, там даже и с данными-то неплохо, мы просто не развивали их.
когда ученик может не слышать аккорд целиком, он не слышит все ноты аккорда, он не слышит бас. Ну, нормальная, типичная ситуация, скажем так. Редко бывает обратная ситуация, тогда получается так, мы можем поставить сразу автомат по сольфеджио, отпустить этого ребенка, пусть себе гуляет. Но так не бывает практически. Обязательно, даже когда вот в ЦМШ поступают дети, в первый класс, скажем, отбора очень жесткий, были раньше, по крайней мере, и они очень много чего должны были сдавать на вступительном экзамене в первый класс, слуховой экзамен. И я вам честно скажу, но нет таких детей, которые серьезно к этому бы не готовились. Как бы замечательный у них не был слух. Это требует тренировки. И другого ничего здесь никто не придумал. Это сказки. Что можно просто так, это все равно тренировка. Так вот, для ученика, которому этого еще не хватает просто-напросто, скажем, можно сделать другую систему, можно почувствовать вес аккорда или почувствовать его направление. Ну, например, вот, скажем, не слышит он, что это вот так расположено, ему может вообще вот так кажется. Такое тоже может быть, когда есть ощущения обратные. Иногда вот вы по практике знаете, скажем, ученики кварт-секстаккорд совершенно спокойно вам скажут, что это трезвучие, у них будет до звучать нижним основным тоном, и они-то его слышат. А вам кажется, ну дурак какой не может услышать, что там кварта внизу. Нет, он ее слышит только по-своему. Вот. То есть какие-то вещи, отвлечь их от чисто слухового восприятия, посмотреть, например, какая плотность у этого аккорда, то, что на следующий паре делать с вами практически, я просто сейчас как бы показываю. Вот. То есть для чего, собственно, и нужен правополушарный подход? Вот для этих вещей, чтобы мы воспринимали бы это сенсорно, а не просто собери аккорд. То есть восприятие у нас может быть таким образом двух типов. Первое – аналитическое, когда мы берем аккорд и логически разбираем, вот так, нижний звук такой, такое, обращение покрутили, ага, значит, соль, си, ре, фа, звучит у нас басу, си, да, си, ре, фа, соль, ага, секундочка там, все, значит, у нас там квинт-секст аккорд такой. Это чисто аналитический, чисто левополушарный подход, там никакого целостного восприятия, его как характера, в общем-то, и нету. И кто-то очень быстро может это оперативно все прокрутить, кто-то не может это сделать так быстро. И тут в чем мы соревнуемся? В слухе ничего подобного, это уже оперативность мышления. Тут очень часто причина вообще не в слухе. Иногда дети с очень хорошим слухом, они не могут делать вещи, когда идут функциональные отношения. Наверное, сталкивались. Слух отличный, все помнит, в смысле все может, но сказать вот функции, потому что там другие процессы происходят. То есть это аналитика. И целостное восприятие, синтетическое восприятие, это когда мы воспринимаем аккорд именно в целостном виде, как характеристику, причем не просто вот как краску. Обратите внимание на эту фразу, кстати говоря. «Послушай краску». И вот тут мы с вами приступаем уже к области языка. Что такое слушать краску? Вот вы можете представить, как вы можете услышать краску? Эта фраза не работает. Почему? Объясните мне. А? Ну, правильно, да, вот уже образован. Конечно, слушать это аудиально. Сигнал в мозг идет не тот просто-напросто. Слушать краску невозможно, потому что мы можем краску видеть. То есть мы, конечно, понимаем, имеется в виду, но мозг устроен гораздо примитивнее, чем мы думаем. Он должен получать прямые сигналы. От того, что мы говорим, очень многое зависит. И как мы это говорим. Какие мы команды фактически запускаем в голову ученика. А ведь мы очень часто говорим, и даже педагоги по специальности, и все, например, основные типы замечаний какие? Не ускоряй. Что там еще? Там, ну, понятно, что не замедляй, вот, не фальшивь, не завышай. Для того, чтобы нам все это понять, нужно что сделать? Сначала понять слово. Иначе мы не поймем, что такое. То есть «не» мы не считываем. То есть мозг не воспринимает частицу «не». Это логически мы понимаем. А на уровне сигнала для того, чтобы это понять, мы должны знать слово, что такое завышать. Если мы поняли, что такое завышать, мы уже представили себе, что это завышать, мы уже завысили. Так какую команду мы даем ученику? Мы только подкрепляем то, что он и так делает, понимаете? А думаем, что мы даем какое-то ценное указание. Ничего подобного. Получается абсолютно, и потом можно так 15, я ему 15 раз уже говорила, он одно и то же делает. Ну, хоть 20. В таком варианте это не работающие вещи. То есть здесь, конечно, момент вот с психотехникой связан, он очень упирается в лингвистику вообще, практическую.
потому что, как вы поняли уже, вот на этих хотя бы примерах, очень важно не просто владеть методикой, но еще объяснить ее определенно, как сказать, как дать оценку. Потому что в большой степени это структура обратной связи, как мы даем оценку. Ведь очень часто мы даем оценку именно тому, что сделано плохо, на этом акцентируя внимание. С одной стороны, это чистая педагогика, с другой стороны, это общая психотехника. Я не знаю, чего здесь больше. Я думаю, что в хорошей педагогике просто должно быть много хорошей психотехники, ничего больше. А в плохой педагогике очень много что? Предписывающих вещей, наверное, так. Что получается? Получается таким образом, как правило, это для всех, что ученик что-то сделал, я плохо сыграл, например. Что говорится? Не говорится, что вот, для того, чтобы ты сыграл лучше, ты должен сделать это, например. Как правило, нет, так говорится, фиксируется. Так, а вот тут ты ошибся, а вот тут ты сыграл так, и вообще, а вот это вот получилось у тебя плохо. То есть идет фиксация внимания на ошибки. Вот это очень... Причем и ученики, когда друг другу дают, они первые, что говорят. И сами, когда в обратной связи, вот спел он что-то, я им говорю, ну давай, теперь я вот скажи, как это у тебя получилось. Причем я им даже говорю, как это у тебя хорошо получилось, расскажи, что хорошего ты сделал. Так, у меня это не получилось. Вот он не слышит мои фразы, что хорошего ты сделал. Он приучен сразу говорить о себе плохо. Это общая установка. Но опять же, эта установка не только педагогическая, это установка общества. Мы всю жизнь себя это самое и считали, что это здорово. Вот. Критика и самокритика. Помните, да, принцип такой основной. С точки зрения психотехники, почему это плохо? Потому что, опять же, происходит фиксация, мозг запоминает эту ошибку. Если вы ее проговариваете, все, что мы представляем себе, проговариваем, мы это ощущаем. Либо мы этого слова не знаем, тогда мы этого ощутить не можем. Но если я вам скажу, что вот у меня в руках лимон, тут уже естественным образом и слюноотделение, и, между прочим, цвет уже все, и такой, в общем, может быть, какие-то оттенки ощущений, потому что вы знаете, что такое лимон, вы его когда-нибудь ели и даже без сахара ели, знаете, что это такое. Если я вам какой-нибудь заморский фрукт или овощ там показала бы, что-то такое назвала бы, если для вас это ничего не надо, ничего и останется. Поэтому, если у нас есть какие-то связи и ассоциации с известными словами, они просто работают, и это остается в мозгу. Поэтому очень опасно давать обратную связь, фиксируя ошибки. И вообще обратная связь дается всегда с фиксацией того, что хорошего сделал ученик. И не только, что вы говорите ему это, но и он сам начинает с этого. Поверьте мне, это самое трудное. Ни один ученик, вот когда попробуйте просто посмотреть, практически, ну так, 98%, даже если вы их попросите, все равно начнут с того, что у него не вышло. Общая установка. Они считают, что это, может быть, даже момент такой хорошего тона. Научили так, может быть. Отчасти это момент той же установки, которая у нас была «не высовывайся». Да? А то же самое, когда мы говорим, как дела, как у тебя все. Вот, обычный русский ответ – это ничего, да, нормально. Наши иностранцы, когда приезжают, они же все говорят, что прекрасно, файн, там все замечательно, это их позиция. У нас так не говорят. И вот я смотрю, они уже вот 2 месяца, 3 проходят, говорят, как дела? Они говорят, нормально. Они уже вписались, они уже поняли что-то по-другому. Это языковые процессы, это часть нашей общей коллективной психологии, это часть из того, что, из того наследия, которое мы получили. Мы получили и хорошее, и плохое, но надо с этим разбираться, потому что мы сейчас вообще склонны, конечно, все выкинуть. Это очень опасно, потому что было же много хорошего. Вот. Но эти-то вещи точно, конечно, погоду не делают. А они приводят как раз к, собственно говоря, стрессу. Значит, если суммировать, в чем, собственно, психокоррективные свойства сольфеджио могут быть? То есть нам нужно привести его из предмета, который стрессогенный, который просто поставщик стрессов, страхов, я не знаю, ненависти, чего угодно, именно сольфеджио, в предмет, который как раз будет вас, даже если у него слушок-то вот такой, во-первых, он может быть все равно развит на его уровне, он там, может быть, не может быть там какой-нибудь потрясающий суперслух, но это, в общем, может быть, и не нужно. Ему-то самому нужно от этого понять, что он это научился, он это научился, он может теперь это сделать, не только услышав, но увидев краску там какую-то, или же почувствовав фактуру, что-то еще. То есть
формирование того, что называется адаптивные качества психики, способность адаптироваться в разных условиях. Помимо того, что это по жизни хорошо, это что нам дает? Это нам дает вот, возможность переключения на разные стили. То, с чего я начала. Когда, если мы не умеем гибко переключаться, а в большинстве своем мы все не умеем гибко переключаться, опять же, потому что такова была системная установка, и нас так учили и считали, опять же, что это хорошо, трудно это. Вот, кто-то в большей степени переключается, кто-то в меньшей степени переключается, но все мы это несем. И, естественно, дети наши тоже, хотя это другое поколение, они где-то более гибкие, но в каких-то моментах они остаются абсолютно такими же. Это удивительно, но при всех их внешней, в общем, сейчас как бы вседозволенности, они все равно остаются не очень гибкими, если копнуть поглубже. И это проблема гибкости установок. Если она есть, тогда с этой установкой можно начинать заниматься чем-то другим, например, музыкой 20 века. Без нее, без достижения гибкости установки, заниматься этим довольно трудно. В приказном порядке, конечно, можно, но мы об этом говорили, что это приводит все равно к отвращению. Я видела несколько таких уроков на уровне уже вузовском, да, вузовский, по-моему, или старшие классы спецшколы, я не помню. Тоже мне вот показывали уроки современного такого сольфеджио. Ну, страшилку какую-нибудь нажмет, говорит, назови звуки. Так это может, я сама не назову звуки, так сказать, вот. Причем аккорд неизвестен, неприятен, сыгран так вот со всей злостью, какой может быть, или что-нибудь еще. То есть изучение музыки 20 века должно быть крайне аккуратной, и прежде всего надо показать, что она другая, но в ней вот это красивое, в ней это интересно, и то интересно. Это посмотреть, какие фильтры внимания можно поставить. Опять же, мы об этом будем говорить, у нас будет отдельный семинар по поводу недорцовых аккордов. Сегодня у нас такая вот, она скорее как бы разрастающаяся, то есть вот туда веточка, мы потихонечку за эти нитки будем тянуть. Я надеюсь, вот на практике это все посмотрим. Еще такой важный момент, связанный, конечно, с развитием гибкости мышления. Значит, что я хочу сказать, что важно, вот когда вы еще свяжете в сознании ваших студентов, школьников, кого угодно, что это не просто они сольфеджио занимаются, они еще учатся вот этой вот гибкости мышления, уверяю вас, это другой стимул. Вообще для того, чтобы что-то сделать хорошо, нужно иметь сначала стимул очень хороший. Стимул не может быть поступление там в вуз. Это сам по себе хороший стимул, но это будет все равно внешний стимул. Стимул хороший, может быть, только внутренний. Если вы найдете такие возможности докопаться до вашего ученика, которые будут работать, развивая его самого, ему нужно для чего-либо. И второй момент – это получение удовольствия. Если мы не будем получать удовольствие, чем бы мы ни занимались, у нас ничего не пойдет. Ну или как вот обычно учат там до зачета, до экзамена, а потом только забыть бы, чтобы, в общем, да, что-то учил, но уже все давно. Да, где-то в другом предмете это можно, забыл, прошел, больше не вернулись к этой части курса. Но в сольфеджио это невозможно. У нас все время вот так вот спиралью идет, поэтому просто это совершенно другая концепция подхода. Еще один важный момент психотехнический. Я бы сказала, что это экологическая защита музыкального слуха. Что я имею в виду? Именно как защиту. Если вы, я имею в виду в широком плане, да кто угодно, вы сами, ваши ученики, слушатели ваши, аудитории, если вы не подготовлены к вот этим гибким сменам, не подготовлены к тому, что же позитивного можно найти в этой музыке именно для вас, не вообще с точки зрения ценности ее в истории музыки, это никого не касается. Может быть, он совершенно потрясающий композитор, но мне-то он лично, скажем, как потребителю, почему-то ничего не дает. Умные люди говорят, что, ну да, я, наверное, еще не дорос, или я не понимаю. Глупые говорят, что, значит, вот это все никуда не годится, но, опять же, умные и глупые, это я шучу. Просто я имею в виду две позиции разные. Вот. Но факт остается фактом. Факт остается фактом. Это ему ничего не дает. Он имеет на это право. Ну, скажем, есть ряд композиторов, и даже не 20 века, скажем, которые мне близки, а есть, которые я знаю, что с точки зрения истории музыки, вот как вот музыковед, я понимаю их ценность, но мне лично тест очень хороший. Придите домой и слушайте, когда вам очень хочется. Будете вы его слушать или не будете?
Вот и все. Это ни о композиторе ничего не говорит плохого, и не о вас. Просто в данном случае это не ваше, и все. Причем это может быть не ваше, и ученику нужно тоже объяснить, потому что они очень категоричны. Я это не люблю, это вообще, это, что называется, никогда не будет. Ну, надо объяснить, что, может быть, через год, вообще говоря, состоится такая встреча, а может быть и нет. Это совершенно, так сказать, потому что там тоже есть связки. Это совершенно отдельный разговор, если, может быть, на обратной связи поговорим как-нибудь. Как мы чувствуем композитора, почему что-то нравится, почему не нравится. Когда они начинают понимать, что вот могут быть такие причины, там возникает другое ощущение. То есть ощущение пространства в музыке. Мое ощущение пространства не совпадающее с ощущением пространства музыки этого композитора, например, или этого произведения там конкретно. Но не совпадает, ну и что? Мои ритмы, то, как я воспринимаю плотность информации, мне, например, нужно плотно, так что информация была бы вот так положена. А кому-то это не нужно, кому-то нужно вот такое эпическое повествование, просто он так вот мыслит, он так читает лекции. Это опять же будет что? Несовпадение. Мне будет скучно, а кто-то будет не успевать с другим ощущением. Так вот, экологическая защита слуха на сольфеджио, она в этом и состоит, чтобы не было вот этих мучений. Когда вы знаете что-то, и вы прослушали аккорд, ну, например, взять, например, такую конструкцию, веберный аккорд, например, там малая секста плюс малая терция и комбинации. Очень часто эти аккорды возникают в ощущении как неприятные, фальшивые, колючие, какие угодно. И если их много, то вот человек слушает, он прямо аж сжимается весь. Для него это безумно некомфортно. И этот момент, опять же, если уйти от музыки, это момент, связанный с вещами, которые вот как у страха. Вот если ребенок боится мыши, например. Казалось бы, какая связь, да, там аккорд, а тут мышь. Но механизм действия тот же самый. Если ребенок боится мыши, не только ребенок, вообще мышь такая, не все любят. Но я имею в виду, или чего-то еще. Существует, скажем, такая вот методика, когда ребенок что-то рисует, да, эту мышку. Он рисует там усики, ее лапки там рисует. Пока он ее рисует, он смотрит что? Детали. Он смотрит, как эта мышка, в общем-то, устроена. Он перестает ее бояться, потому что он ее знает. Это метафорический пример, но то же самое. Если ваш слух этот аккорд знает, он его опознал, и вы его уже прошли, и он у вас уже как эталон, а какая разница, вообще говоря? Скажем, так или так, или так. Да, в общем-то, никакой разницы-то нет на самом деле. И он его знает как структуру, например, или какой-нибудь там, скажем, кварт-аккорд. И он опять же его знает, он его угадывает. Это то. Он его осваивает, в буквальном смысле делает своим, пропуская через себя. Он его воспринимает иначе совершенно. Он будет, это вот радость узнавания. Да? Когда мы где-то вот были, там, по телевизору, смотрим, я вот на этой площади стояла, это совершенно другое ощущение. Это совершенно общепсихологическая вещь. То есть, конечно, для того, чтобы мы сняли бы это негативное ощущение, причем негативное ощущение, оно может быть даже доходящее до уровня физиологии, потому что очень многие мне жаловались, что вот когда слушают такие аккорды, что начинает голова болеть, там, я не знаю, зубы, челюсти сводить, что-нибудь такое. То есть у некоторых доходит дело до физиологических реакций даже. То есть их тоже, конечно, надо снимать, естественно. И потом очень интересный процесс происходит, когда вот эти же люди потом вот и входят, у них такая эйфория, вот, вообще мне так нравится все. Музыка не изменилась, аккорды не изменились, они вообще не плохие, не хорошие, не красивые, не некрасивые, они такие, какие они есть. Где? Только в нашем сознании, естественно. То есть поменяв какие-то установки, мы получаем совершенно другую картину. Это достаточно волшебное перевоплощение, и всегда приятно это видеть на самом деле. Вот. И еще один момент, который связан с этой экологической защитой слуха. Не только снять стрессы через узнавание аккорда, а еще с тем, что мы снимаем таким образом скрытые слуховые протесты. Больше мы этого сделать нигде не можем, кроме как на сольфеджио. Почему? Читают нам историю музыки, или семинар по современной музыке, или, я не знаю, гармонию. У нас нигде нет обратной связи. Педагог прочитал лекцию, вы сделали примеры, и все. Мы нигде не можем что. Вот я даже по себе помню, что я сидела на лекциях, при том, что это не имею в виду даже по современной музыке вообще.
И профессор читает там лекцию по какому-то композитору и дает какие-то оценки произведению. Я, естественно, пишу, ну, авторитет педагога безусловен, но я-то понимаю, что вот, а я другое совершенно, я по-другому воспринимаю. Мне, скажем, вот музыка, ну, не нравится она, или же наоборот. Ну, обычно всегда хвалят, конечно, в лекциях. Сейчас, может, по-другому читают, как-то там у нас все шедевры в основном были. Вот, это я про историю музыки говорю. То есть момента обнаружения слуховых протестов учеников у нас, кроме как на сольфеджио, нигде нету. И то вы еще попробуйте до них докопаться. Если вы директивно ведете, так они вам никогда этого и не скажут. Они будут делать вид, что все вообще замечательно, только главное, чтобы от вас скорее удрать, поставить, значит, чтобы вы поставили то, что надо, и все. Вот. Теперь, значит, предваряя нашу следующую с вами пару, давайте так сделаем. Я вам сейчас, наверное, раздам эти листочки. Или сколько нам нужно? Сколько здесь? Сейчас, у меня несколько штук, на всех, конечно, не хватит. Есть ксерокс у вас? Ну, я думаю, что да, потому что у меня несколько штучек есть. Вот, возьмите с нее. А количество, ну, я не знаю, 1 на 3, наверное, да, думаю, что вполне достаточно, чтобы было просто удобно. Вот, перед перерывом у нас немножечко... Да, сейчас перерыв, уже, собственно говоря, да. Вот перед перерывом, у нас 5 минут еще осталось, ваши вопросы по этой части. Давайте так сделаем, чтобы... Вы, конечно, можете себе, вот по ходу дела я что-то говорю, тем более, что вначале я, понимаете, вот тут получается такая вот раскрутка. То есть практически я ведь еще как бы ничего не показывала, и есть какая-то идея, которая, с одной стороны, общая, с другой стороны, непонятно, как она будет развиваться. Значит, можно записать себе вопрос, можно, но можно и задать сразу. Я попробую, лучше, может быть, даже по ходу какие-то вещи, если не совсем понятно. Или что-то вот я скажу там терминологически не совсем ясно. Я с удовольствием еще и еще раз объясню, потому что, ну, не все это привычно может быть, поэтому, наоборот, это было бы хорошо, поэтому просто будьте абсолютно свободны, задавая вопросы. Пожалуйста. Да, но это просто формула, которая в информатике 7 плюс минус 2. 7 единиц аккордов я никакие не даю. Я имею в виду, что у нас любая цепочка, примерно 25 аккордов, да, она все равно блокируется. Там у нас получается обычно даже меньше 7, да, где-то штук 5 блоков, не больше. А по-другому, если и каждый педагог, естественно, этому учит. Он, может быть, ничего не знает про 7 плюс минус 2, но инстинктивно он понимает, что по-другому выучить он не сможет просто. Поэтому это просто формула, которая существует. Это не мое изобретение, это просто формула из информатики. Угу. Число Миллера, так называемое. Сами изучали полностью психологии, и какой психологии вы на эту поле используете психологию? Спасибо за вопрос, надо было мне сначала, может быть, сказать, хотя я понадеялась на то, что там в программке немножко сказано, но я поясню. Значит, я действительно вот все это и... Кстати, я книжку с собой принесла, я могу показать, в перерыве ее можно посмотреть. Значит, есть у вас книжка? Нет, книжки те, да, принесите, имею в виду не учебник, да. Учебник – это 3-томник. Значит, я привезла 2 тома, потому что 3-й просто уже распродан, равно как и книжка. К сожалению, я не смогла ничего вам привезти, чтобы купить, потому что она сейчас находится в переиздании, и она будет. Я ее жду буквально, вот, что называется, вот сейчас. То есть она уже в типографском процессе, и как только она появится в продаже, я, конечно, вам пошлю мейл сюда, и я думаю, что ее можно будет, ну, я не знаю, как они распределяют, это издательство «Композитор» будет издавать. Вот, книжка называется «Сольфеджио, психотехника, развитие музыкального слуха», и вот она получилась как раз из того, что я, помимо того, что занималась как нормальный, что называется, сольфеджист сначала вот, проблемами, связанными с сольфеджио, а потом меня так действительно занесло в область практической психологии, причем так всерьез.
Мне было это очень интересно, я нашла очень много параллелей, и вот из этого получилась, собственно, книжка. А то, чем я непосредственно, вот, так сказать, занимаюсь, то есть это не значит, что только ею, но в большей степени, это то, что называется нейролингвистическое программирование, то, что написано, вот, собственно, в вашей этой самой программке. Я так поняла, что программка спечатана просто с интернет-страницы моей. Она там так же выглядит. Это то, и вот мы будем, то, что в семинаре смотреть, я буду немножечко вас знакомить как раз с этим направлением, но не как отдельные лекции, потому что у нас с вами тематика другая, но те стратегические моменты, и вот то, что мы будем буквально сейчас делать дальше, это вот основы НЛП, нейролингвистическое программирование. То есть как наши слова воздействуют на мозг, и как мы можем с этой помощью быть более эффективными, более совершенными, делая что-то. Что – это не важно что. В данном случае сегодняшний наш разговор с сольфеджио, но то же самое может быть разговор о любом другом предмете, и не только музыкальном, естественно. В большей степени как раз НЛП замечательно действует на творческое развитие, потому что она очень активно развивает правое полушарие, и оно показывает пути развития нетрадиционных, например, типов мышления или же нахождения каких-то новых решений. Это может быть инженерные наверняка какие-то, но поскольку я этим не занимаюсь, это может быть. Ну вот поэтому в данном случае это теория НЛП. Я думаю, что у нас с вами, да, относительно вот всего, если будут какие-то вопросы, которые выходят за рамки нашей с вами тематической встречи, скажем, вот мы закончили кусок какой-то, а у вас еще остались вопросы там по НЛП, еще почему-то. Вот я для этого зарезервировала последний в программке, там написан мастер-класс, у нас там не мастер-класс будет, а обратная связь. Вот там, просто сразу я вам говорю, чтобы вы это имели в виду, мы оставим время на вот, чисто вопросы-ответы, и я думаю, что там я буду в большей степени свободна с точки зрения времени для того, чтобы ответить, может быть, где-то на параллельные какие-то вопросы, касающиеся не только сольфеджио, то, что вас заинтересовало, может быть, возникнут какие-то еще вещи, и, соответственно, услышать от вас что-то. Вот, так что мы это время там просто зарезервируем. Сейчас мы сделаем с вами перерыв, и после перерыва тогда вот приступим, в частности, к этому. Я думаю так. Да. И защита музыкального слуха, и вообще экология урока. Да. Это я правильно поняла, что так это осознание любого элемента урока, осознание любого созвучия. То есть, чтобы ребенка не пугало, вот учащегося уже, скажем, средних классов, старших классов, не пугало какое-то созвучие. Он должен осознать каждый элемент этого аккорда, и тогда он у него зазвучит так, как это вот должно им воспринято. Да, То есть значит, на уровне осознания идет все. Значит, идея совершенно верная, только вопрос, слово осознание, оно у нас воспринимается как вот там теоретическое знание, там трезвучие построено, там большая терция плюс малая терция. Нет, я вас понимаю, просто я, будучи, опять же, вот чувствительным к языку, причем абсолютно, я очень, на первых порах я с студентами очень много работаю с языком и, конечно, придираюсь к ним, потому что это вот момент. Осознание для нас – это все-таки очень аналитический процесс. Да, я бы сказала так, принятие, пропускание, если можно так по-русски сказать, через себя. Как это будет происходить? Это может быть не просто вот осознание структуры, это может быть аналитически тоже, а еще лучше, когда это и аналитически, и синтетически. Вот у нас будет отдельный мастер-класс, когда мы будем смотреть и тот, и другой способ. Каждого в том смысле есть, ведь невозможно, если говорить о 20 веке, невозможно все аккорды выучить, и не нужно. А вот интонационные ориентиры, от которых потом будут строиться другие, тут совершенно спокойно. Вот. А если говорить о классических аккордах, их вообще мало, то там, да, там практически каждый. Конечно. Но я имела в виду сейчас в более общем смысле, как идею. Угу. Ну хорошо, значит, перерыв тогда.